Порядка 200 молодых ученых региона подали заявку на участие в конкурсе научных работ на соискание гранта Республики Башкортостан. Из них только 35 удостоились высшей оценки. Отрадно, что среди обладателей гранта есть и сибайские ученые. Ильдар Рахматуллин и Урал Барлыбаев – кандидаты экономических наук, преподают в Сибайском институте и одновременно занимаются научными исследованиями при Институте региональных исследований. Интерес к науке у обоих появился еще в студенчестве. Целеустремленность молодых ученых принесла им удачу еще в 2007 году. Именно тогда Ильдар Рахматуллин и Урал Барлыбаев впервые удостоились гранта. Экономический факультет очень тесно сотрудничает с Институтом региональных исследований в рамках организации и проведения научных исследований. В частности, вот как вы правильно отметили, в 2015 году между Сибайским институтом и Институтом региональных исследований был заключен договор о совместном проведении исследований. Основное направление наших исследований направлено на обеспечение научно-методологическое обеспечение вопросов устойчивого развития сельских территорий. Именно эта тема легла в основу научно-исследовательских работ всего коллектива под руководством доктора экономических наук Адигама Барлыбаева. В основном исследование у нас связано именно с институциональной теорией, так сказать. И Адигам Азамович стал одним из первых, кто начал изучать именно институциональную теорию. И дальше в нашем творческом коллективе каждый взял свое направление в данной теме, да, и вот наша тема больше была именно институциональная структура развития села. Над этой темой тщательно работают их коллеги. Она стала ключевой в защите кандидатской диссертации. Как признаются молодые ученые, получение гранта – это результат многолетнего труда. Одним из наиболее активно используемых нами инструментов является проведение так называемых социально-экономических опросов населения, в которых мы пытаемся выяснить мнение, понимание сельскими жителями того, как должны осуществляться экономические процессы, и пытаемся выявить их мотивацию, почему они осуществляют хозяйственную деятельность именно в том или ином формате. Наш дальнейший план именно потратить эти деньги на продолжение наших исследований, на продолжение проведения опросов, на участие в конференциях и написание публикаций. Возможно, монографии, в виде монографии. Планы на будущее большие, а значит, впереди много свершений. Верится, что вскоре научные труды сибайских умов принесут реальную пользу для всего Зауральского региона. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.